Событие, которое ждали, и, наконец, случилось. Ну, выдыхай. Что сказал президент? Когда сел, сказал, слушай, говорит, это точно, говорит, все очень настоящее. И кого назвал будущим чемпионом? Это его лимузин. Покажем, что осталось за кадром. Владимир Владимирович расписался. И удалось снять только нам. А тут, получается, президент будет у нас. Да. Это и многое другое. Это естественный процесс. Главу Якутии знакомят Вместе с Айсеном Николаевым. Первое лицо государства вступает на якутскую землю. Визит, который ждали. В этот день на улицах Якутска едва ли не целый квест. Кто и как снимет кортеж президента. Такие кадры с Портовской, а это Союнского. Но больше всего везет тем, кто оказывается у стадиона Туймада. Это полностью предложение президента. Я просто ему доложил о том, что мы проводим Дети Азии, столько стран. И вот он у меня спрашивает: Айсен, а где ты соревнования будешь проводить? Я ему говорю: Владимир, у нас много объектов, там десятки. Говорит, а где главное? Там открытие, закрытие, где уж? Ну, говорю, стадион у нас есть, Туймада называется. Мы там сейчас реконструкцию как раз закончим. Он говорит: слушай, говорит, а если это по дороге, может быть, заедем? Пришлось поработать серьезно и охране, и нам всем так, но очень быстро мы буквально вот маршрут поменяли, приехали. Привет, дорогой, привет. Устроил подарок жителям, и маленький мальчик там кричал: я руки больше мыть не буду. Я больше вас не буду. Особо он восторгался вот этим маленьким ребенком, которые и там и дзюдоисты оказались. Мы дзюдоисты? Да ладно. Сколько занимаешься лет? С сентября. Молодец. Как тебя зовут? Здорово. Мужчина, пожалуйте мне руку. Спустя день встречаемся с той самой семьей, которая оказалась в центре внимания президента. Проезжали после тренировки по самбо и заметили, что нашу дорогу преграждают сотрудники ГАИ машинами. И сразу завизжали, сразу с удовольствием побежали смотреть. И будущим чемпионом. Кто из вас руку пожимал? Ты? Да. Что тебе президент сказал? Что я стану чемпионом? Чемпионом? Да. А ты что думаешь по этому поводу? Ну, что мы станем чемпионами. А ты чего не подошел к президенту? Меня сажали люди. Папа тебя звал. Братика дай. Пообщались и, Все, пойдем в стадион смотреть. где уже совсем скоро, Сколько осталось времени? 8 лет. начнутся международные игры «Дети Азии». Президент интересуется готовностью. Сделали? Да, большие республики. Красиво. Вот так поддерживает главу Якутии Это вот все по стандартам таким, настоящим спортивным. и делится с ним впечатлениями уже после в машине. Когда сел, сказал, слушай, говорит, это точно, говорит, все очень настоящее. Спасибо якутянам большое. Все это будет потом, покажет приезду президента, только готовится в квартале труда. Та самая выставка IT-индустрии, о которой так много говорят и на региональном, и федеральном уровне. Совсем скоро здесь будет президент, познакомят, расскажут и все покажут. Вот те, кто и будет показывать, сдержанный во время интервью журналистам федеральных каналов. Наша сейчас компания выходит через китайских издателей. И сосредоточенная впереди у каждого момент, который запомнится навсегда. Ну, по сути, наш президент – это выше некуда. Поэтому это пик карьеры, по сути. Волнуются и эти участники встречи. Вот, видим, зампреда Якутии поправляет пиджак и передает привет министру инноваций Якутии. Исторический визит. Спустя 10 лет появляются первые лица администрации президента, приветствуют своих коллег из региона. И тот момент, когда появляется президент. Сразу начинает знакомство с ближайшими планами по развитию региона и его столицы. На данный момент из 90 запланированных проектов в составе мастер-плана реализуется 33. И достижениями в области креативной индустрии, а еще новыми предложениями. Мы предлагаем правительству Российской Федерации рассмотреть возможность создания фонда «Новая игра плюс». Что будет делать этот фонд «Новая игра»? Он будет, во-первых, отбирать проекты, финансировать, помогать им издаваться. Так, ну что, Владимир Владимирович поддержал нас? Он сказал: хорошая идея, записываем, и сказал, что мы молодцы. Похожие кадры видим снова и снова. Нужно, чтобы не забылось, нужно мне
выжить. И, конечно, много внимания кинопавильону. Его, конечно, мне кажется, вдохновляет то, что это, в принципе, проект не только для якутской киноиндустрии, это для киноиндустрии всего Дальнего Востока и всей Восточной Сибири. И фильмам, которые сегодня снимаются якутскими режиссерами с участием российских кинозвезд. Дмитрий Кольцов снимает фильм с Дмитрием Дюжевым, с Иваном Охлобыстиным. Дмитрий Кольцов, вы снимаете с Дюжевым? С Дюжевым, а еще Охлобыстиным и Монсоном. Кадры со съемочной площадки фильма «Алдан» о специальной военной операции. Получается очень классная картинка. Приезжали ребята с Запорожской области, бойцы участвовали тоже в съемках. Ну и после слышим такие размышления о возможном участии нас, якутских журналистов, в кино. Там репортеров нет случайно? Надо нашим туда проходить. Военно-патриотическую тематику отражают и эти стенды с результатами работы торг-патриотическая. Те, кто был в зоне СВО, показывают производство для нужд фронтовой полосы. Это дроны, которые в Якутии собирают. Делятся опытом Ничего страшного, рука полностью функционирует практически. и рассказывают о недавно появившихся увлечениях. Написал стихотворение, решите он от лица себя и личного состава вручить горностихательно. Особенно ценны такие вот объятия самого президента. Поздоровался, обнял по-отцовски. И еще ощущения от встречи и участников. Многих похвалил. А похвала она в каких словах выражалась? Ну, мне сказал, молодец. И коротко итоги от главы Якутии. Владимир Владимирович, человек слова, приехал. Сейчас же он вот воочию увидел изменения и в инновационной экосистеме нашей республики, наши достижения в реализации мастер-плана города Якутска, увидел новые проекты промышленные, которые мы будем реализовывать. Эти кадры мы снимаем уже в Мирном вместе с Айсеном Николаевым. Посещаем алмазную столицу региона. В планах есть откачать воду. На следующий день после исторического визита президента страны. Мы берем на себя ответственность за этот участок. Знакомимся с тем, как идут работы по строительству нового авиапорта. Сейчас ведутся работы по отделке помещений и благоустройству территории и инженерной сети. И даже спускаемся вниз, где полосы еще нет. Пока вся загрузка именно в этом участке, талые воды мешают продолжению строительства. Решить вопрос предстоит Федеральному центру совместно с Якутией. Посещаем еще одно знаковое место. Строительная площадка рудника «Мир глубокий». Прямо сейчас главу Якутии знакомят со статусом строительства. Это еще одно перспективное для Якутии место, и вскоре здесь начнутся работы. Это направляющее для будущих замораживающих скважин. Самое начало реализации стратегического проекта. Скоро и тут будет жарко. Строительство нового рудника «Мир глубокий» имеет для компании «Алроса», для нашей республики, да вообще для всем целом для алмазной промышленности нашей страны огромное значение. Это обеспечение на десятилетия вперед стабильной работы алмазодобывающей нашей компании здесь, в Мирнинском районе. Проекты, которые делают привлекательными жизнь на территории Якутии, всего дальневосточного региона. Привлекательность региона возрастает. Ну и понятно, потому что, конечно, мощный, красивый, огромный, перспективный, очень перспективный. Встреча с дальневосточниками, которая становится кульминацией визита главы государства в далекую Якутию. Так понимаю, что здесь собрались люди, которые переехали в дальневосточный регион или здесь уже живут давно. Делится воспоминаниями об одном из визитов в Якутию в самый разгар холодов. Души боялся дотрагиваться, думаю, сломаются уши. Но ничего. И интересуется у молодых специалистов. А вы в какой улус поедете? Село Барагон. Александр Сергеевич, что там за дом культуры? Там в Барагонцах мы построили даже не дом, это дворец культуры. Замечательное, красивое здание. Разговор с работниками культуры, участниками программ «Земский доктор», «Учитель», а еще Муравьев-Амурский. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Проект для поиска управленцев. Бочков Николай, Республика Саха-Якутия. 3 года назад я поступил на государственную гражданскую службу, и вот благодаря программе и ее окончанию, так скажем, смог продвинуться по службе. Впечатления от встречи исключительно позитивные. Такой незабываемый опыт, он, конечно, нужен для всех. Этот же зал и мгновение до. Еще одно место, где будет работать президент. Кадры, которые снимаем только мы. А вы с местного ГТРК, правильно? Да, мы с местного. Это вот продюсер. И подробности, которые узнаем на ходу. А тут, получается, президент будет у нас. Да. А еще проверяем звук. Будем делать звук красивый, сочный, мощный. Где кнопочка, которая будет отвечать за источник звука президента? Так мы его отключаем, а вот так включаем. И знакомимся с подготовительной работой команды, транслирующей встречу на весь мир. Все хорошо со светом? Да, отлично. Выставили, замучились, до 4 ночи сидели, но все хорошо. А какой свет должен быть на президента?
Отличный. Здесь же, в пресс-центре, за ней наблюдают работники кластера и пул федеральных журналистов. А вот встречаем еще одного коллегу, автора программы «Москва, Кремль, Путин». Как вам удается показывать больше всех остальных? Мне себя хвалить начинать. Да, почему бы нет? А если серьезно? Где-то вот удается чуть больше увидеть и чуть больше куда-то подобраться, где-то не удается. Вот сейчас, например, мы с вами здесь, а событие идет там. Как раз таки там сейчас и проходит еще одна встреча Владимира Путина и Айсена Николаева. Основные инвестиции вы бы отметили вот в какие отрасли? Ну, конечно же, добывающие отрасли. Ну, по всем направлениям мы видим существенный рост. Ну и, конечно, наша основная компания «Алрос». Александр Сергеевич, вы пригласили Владимира Владимировича еще раз посетить Якутию. На Эльгинском месторождении назвали это место фантастикой. Думаете, теперь когда приедет или хорошенького понемножку? Ну, посмотрим. Конечно, мы понимаем, что у президента супер напряженный график, и, может быть, и не сразу получится, но уверен, что через вот открытие крупнейших объектов, которые у нас ожидается на Эльгинском месторождении, в том числе Тихоокеанская железная дорога, но если не напрямую, то через видеоконференц-связь, конечно, президент примет участие. Во время той самой исторической встречи в коридорах встречаем коллектив креативного кластера. Показывает подпись президента, которая сразу же становится на вес золота. Владимир Владимирович расписался. И пусть в самый нужный момент подводит ручка. Они хотели черную, да? Да. Ну, черная красиво было бы, да. Не, нормально, это же история. Круто. Неповторимый автограф помещают в безопасное место и берегут, как зеницу ока. Сейчас все успокоится. Мы же движемся дальше, на следующую точку, к высшей школе музыки. Той самой, за судьбой которой много лет следит сам президент. И которой так много помогает Айсен Николаев. Мы очень благодарны Айсену Сергеевичу. 27 апреля мы первую свою заложили. Тот интернат, который мы будем строить, во-первых, он, видите, в виде рояля сделан, да, и значит, на 150 человек мы его рассчитываем. Тот самый зал, почти все готово к визиту президента. С минуты на минуту он будет здесь. Сцена, маленькие зрители скоро займут вот эти вот места. Здесь будут и овации, и аплодисменты. Почетных гостей ждут, готовятся, волнуются. И вот, наконец, тот самый момент. Концерт, который становится прекрасным завершением рабочего дня президента в Якутии. И те самые бурные аплодисменты. Потом будет еще одна подпись президента с пожеланиями, как и 25 лет назад в такой же, но самой первой книге. На добрую память, с благодарностью. А еще общение с ребятами, теплое и душевное. Я вижу, что вот таланты вот они здесь произрастают. Ты рад такой встрече? Да, конечно. Первая, единственная. Ну, выдыхай. А это впечатление от встречи самого президента. Вот только что был в Якутии. Там готовят музыкантов для республики, ну и для всей России. На международной площадке, посещая Вьетнам. Воспитание должно быть основано прежде всего на наших традиционных ценностях и на ценностях нашей культуры. Причем национальной культуры прежде всего. Но исходя из того, что национальная культура каждого народа и каждого государства – это часть многонациональной мировой культуры. Позавчера наш президент, побывав в Якутске, сказал мне: Айсен, вот какое прекрасное у вас чувство сохранения своей культуры и его развития. И оно видно и у старшего поколения, и у молодого поколения. Это мы вместе с Айсеном Николаевым на Эсэхе Аланхо, Амгинский район. Праздник лета, который посвящен возрождению природы и началу нового жизненного цикла. Сплачивает и объединяет. Гостей настолько много, что некоторые... Открытие не смотрели, мест не было, вот поэтому. Впрочем, найти чем заняться здесь, кажется, смог каждый. Игры, творческая мастерская, фотосеты, ну и, конечно, изобилие традиционных блюд, национальных костюмов и зрелищных действий. А еще... Вот, Айсен Николаев встречает умельцев и удивляется необычным результатом их труда. Поющий якутский боевой лук. Сам принимает участие в выплавке железа, причем как в старину. Я с удовольствием это делаю, я как бы
приобщаюсь к делу наших предков. Это очень красиво, это очень достойно. Пока наш народ жив, вот это кузнечное дело мы будем передавать из поколения в поколение. Ну и по традиции оказывается в центре внимания. Как тут без таких кадров и без эксклюзивного интервью юным журналистам. От мала до велика, следуя традициям предков, вызывая уважение и восхищенный взгляд. У тех, кто далеко, но все-таки так близко. Владимир Владимирович, человек слова, приехал. Слышит и поддерживает Якутию и всех ее жителей. Вместе с Айсеном Николаевым.